Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Абхазского телевидения пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия Анас Кешмари. Анас Руслановна, приветствуем вас. Здравствуйте, дорогие коллеги-журналисты. Прежде всего, позвольте мне задать первый вопрос, и потом, конечно, перейдем к вашим вопросам. Анас Руслановна, вы уже на этом посту более 3 лет, и мы знаем, что в 2016 году был вообще принят закон об уполномоченном по правам человека, и прежде вас там был Дмитрий Маршан и Асида Шакрал, но вы тоже уже немалый срок, 3 года, я думаю, что это время подводить некие итоги, в принципе, уже можно анализировать вашу деятельность, и прежде всего хотелось бы узнать ваше личное мнение о том, вот мой вопрос касается того, как вам кажется, какие были ваши главные достижения за это время, и вот интересно, может быть, вы конкретно могли бы назвать примеры успешной там защиты прав граждан, которые находились в сложной ситуации, их права нарушались. Вот хотелось бы, чтобы вы сами подвели некий такой итог. Добрый день, уважаемые журналисты. Прежде всего хочу поблагодарить вас за присутствие и АГТРК за возможность выйти на пресс-конференцию, потому что я многократно об этом говорила и повторяю, главным индикатором общества являются СМИ, и деятельность, особенно такого института, как аппарат уполномоченного по правам человека, без поддержки и информационного сопровождения, она невозможна. Поэтому выражаю благодарность за приглашение и, наверное, начну отвечать на ваш вопрос, потому что действительно кажется, что 3 года – это короткий срок. На самом деле это достаточное время для того, чтобы иметь возможность провести какую-то вот предитоговую работу, да, дать какую-то оценку деятельности, которой ты занимаешься. И, как вы верно подметили, в 2016 году был принят закон об уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия. С 2016 года шло его становление этого института, и Дмитрий Маршан, он является одним из авторов этого законопроекта и главным локомотивом этого проекта и достижения его в качестве закона. На плечи Асиды Георгиевны легла самая сложная часть, это организационная часть, да, был основан офис, была основана документальная база. Да. Когда я вступала в эту должность и когда я, скажем так, соглашалась на участие в этой выборной должности, для меня было очень важно понимание, с чем и как придется работать, потому что задача уполномоченного, она такая, анализировать ситуацию и находить пути решения. И, наверное, стоит отметить, что права человека – это фундамент любого суверенного государства, демократичного государства. И появление такого института в нашем молодом государстве – это серьезный шаг и вызов. То есть общество готово слышать правду. И для себя я, вступая в эту должность, обрисовала такой, знаете, среднесрочный план перспективный того, что мы должны сделать. И когда я получила согласие и поддержку в парламенте, я вот согласилась на эту очень сложную, но очень важную деятельность. В качестве главных принципов, с которыми я начинала, да, это вот несколько таких основных тезисов. Первое – это налаживание взаимодействия с государствами, с институтами этих государств, дружественных Абхазии. Первое, что я сделала, это наладила взаимодействие с Федеральным уполномоченным Российской Федерации. До этого у нас был меморандум о взаимодействии с Приднестровско-Молдавской Республикой. Сейчас мы расширяем горизонты наших возможностей. Мы сотрудничаем как с Федеральным уполномоченным по правам человека Российской Федерации, так и с региональными. Это нам дает возможность не просто оказывать посильную помощь гражданам, как на территории Республики Абхазия, так и за пределами, но и возможность участия во второй, не менее важной части нашей деятельности, это информационно-просветительской деятельности. То есть за эти 3 года мы взаимодействуем на разных уровнях, и на институциональных, и, естественно, участвуем в научно-практических конференциях. То есть Республика Абхазия наравне с десятком других стран принимает ежегодное участие в мероприятиях, проводимых в городе Москве под эгидой федерального уполномоченного. Это и Евразийский альянс омбудсменов, где Абхазия является наблюдателем, так как не входит в их состав. И научно-практическая конференция последний год, в 2025 году, участие принимали более 60 стран. Республика Абхазия там представлена равноправно, и это очень ценно для нас, потому что мы, как никто, сталкиваемся с проблемами, когда наше мнение, наш факт существования все еще кем-то ставится под вопрос. Мы находимся в некой изоляции от западных стран, несмотря на то, что у нас работает огромное количество международных организаций. Это вы сейчас об Абхазии говорите? Конечно. И вот мы, благодаря участию в этих мероприятиях, можем говорить от лица Абхазии о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся. И, наверное, нам, как маленькому молодому обществу, очень приятно осознавать, что с такими же проблемами, с которыми сталкиваемся мы здесь,
сталкивается абсолютно любое цивилизованное общество и государство. Все те же проблемы, которые есть у нас, они актуальны для любой точки земного шара. Это вот что касается возможности говорить о себе и участия. Ну и самое главное, это вот информационно-просветительская деятельность. Помимо того, что мы выезжаем за пределы Республики Абхазия, мы проводим ежегодную научно-практическую конференцию у нас в Абхазии. И вы верно подметили, что уже 10 лет как действует закон, 1 марта он вступил в силу 2016 года. И в этом году мы планируем мероприятие, посвященное десятилетию нашего института. С удовольствием пригласим вас, уважаемые журналисты, для освещения этой деятельности. И, в принципе, сегодняшний наш такой пресс-конференционный эфир, он больше меня интересует в контексте того, что мне кажется, и потребность у общества, и вот у парламента в частности, чтобы о деятельности уполномоченного по правам человека больше говорилось в СМИ. Я вот хочу предложить вам удобный формат. Мы со своей стороны всегда открыты к диалогу. Не было такого, чтобы до меня не дозвонились и не смогли получить комментарий. Мы просим вашей поддержки, уважаемые журналисты. И сегодня мне было бы очень важно получить вашу обратную связь в виде вопросов, чтобы понимать, какие вопросы наиболее актуальны и что интересует наше общество здесь и сейчас. Мы вот готовы к такому интересному сотрудничеству. Благодарю, Анна Руслановна. Возможно, у меня еще будут вопросы, но сейчас ваше время, дорогие коллеги. Меня зовут Алиса Адлейба, корреспондент Абаза ТВ. Хотелось бы узнать о планах по развитию на ближайшие полгода до конца года. Какие будут реформы проведены, какие еще переговоры ожидаются, чего нам ждать от вас, как от уполномоченного по правам человека? Мы ежегодно начинаем календарный год с таких вот намеченных планов, что мы планируем реализовать в этом году. И в этом году мы все еще делаем большой акцент на 3 наиболее актуальных для нашего института вопросах. Первое – это оказание психиатрической помощи лицам в ней нуждающихся. Второе – это исправительные учреждения Республики Абхазия. Мы постоянно проводим мониторинги, контролируем ситуацию, отправляем отчеты и мониторинги главе государства, исполнительной власти, законодательной власти для ознакомления с пошаговыми возможностями, как это можно разрешать. Ну и наиболее актуальная тема, уже 2-й год подряд я об этом говорю, это тема семейно-бытового насилия, которая является также для нас актуальной. Если говорить про планы, например, мы подготовили законопроект. В 2024 году мы провели научно-практическую конференцию, которая была посвящена теме семейно-бытового насилия. К нам ежегодно приезжают гости не только из Российской Федерации, но и из дружественных нам стран, еще не признавших Абхазию, но мы на институциональном уровне хорошо взаимодействуем. К нам 2 года подряд приезжает представитель Кыргызской Республики, Института Кайкачи, уполномоченного по правам человека в Кыргызской Республике. Как раз-таки мы очень часто перенимаем у них опыт и так, подглядываем в законодательных базах, чтобы можно было бы применить к нам. И часто приходим к такому, что очень много параллелей проводится, и их опыт для нас очень важен. Тогда мы разработали поправки в действующее законодательство, потому что, к сожалению, тема семейно-бытового насилия в нашем обществе, она воспринимается неадекватно. Кто-то, кто хорошо знает эту проблематику, естественно, ратует за принятие закона. Есть люди, которые про нее никогда не слышали, и слава Богу, но, к сожалению, их неинформированность не является причиной, почему мы эту тему не должны поднимать. Сложности с законом, потому что вызывает много противодействия. Мы попробовали пойти по пути меньшего сопротивления и в уже действующее законодательство вписали поправки, которые помогли бы нам здесь, на земле, помогать людям. Потому что закон – это очень долго, это очень сложно, а помощь человеку нужна здесь и сейчас. И действительно законных механизмов у нас не оказывается. И эти поправки могли бы помочь ситуативно здесь и сейчас. Но те события, которые произошли у нас в обществе в начале года, я имею в виду гибель маленького ребенка от рук родственницы, да, показали все пробелы нашей системы. Да, когда мы говорим о законе, помог ли бы закон в этой ситуации? Нет, не помог бы. Почему? Потому что здесь идет слом всех слоев, которые должны были эту ситуацию мониторить и контролировать. Как эта ситуация прошла мимо, наверное, пусть эксперты в этом разбираются. Но в любом случае мы созрели до принятия закона, мы предложили парламенту эти поправки, которые до этого предлагались и которые нашли отклик, оформить в виде отдельного закона, потому что, что такое закон? Мало кто имеет доступ к консультанту. Это программа, которая позволяет следить за новшествами законодательства, которые существуют у нас в стране. И такой доступ искать трудно. Это и нужно либо иметь специальную программу, или знать, что такой закон есть, подзаконные акты появились. Но это усложняет работу. Все-таки мне бы хотелось, чтобы это был отдельный закон в том виде, в котором вот мы обсуждали в парламенте. Я очень надеюсь, что мы получим отклик от парламентариев, потому что это такая
работа, которая, может быть, сейчас будет неэффективна, потому что, ну, честно, принятие закона в идеальном виде не избавит нас от этих проблем здесь и сейчас. Но если мы не подготовимся к этим проблемам, да, то они так и останутся проблемами. Что я имею в виду? Потому что, ну, помимо того, что закон должен карать, он должен и предупреждать. А если предупреждает, то должен еще и как-то корректировать. То есть с коррекционной работой мы не справимся сейчас. У нас нет достаточного количества специалистов, которые могли бы это вести. Но мы действительно не знаем, как с этим работать. Поэтому вот принятие этих поправок в виде закона, как мы надеемся, да, станет таким вот локомотивом для того, чтобы появились дополнительные специалисты. У нас, в принципе, большая проблема в вопросах оказания психолого-психиатрической помощи. Да, тогда бы это родило бы спрос на этих специалистов, и студенты, которые уезжают учиться, уезжали бы учиться не в стоматологические факультеты, а учились бы, может быть, по профильным, которые нам наиболее актуальны. То есть вот с таким вот мотивом мы предложили эти поправки. Еще раз очень надеемся, что в обсуждении мы все-таки сможем этого добиться. Также у нас в планах мониторинги. Мы ежегодно планируем для себя мониторинги. В этом году мы в очередной раз поедем мониторить психиатрическую больницу нашу и обязательно поедем в дом престарелых. Да, казалось бы, что в нашей стране это не самое актуальное, на самом деле очень актуальные институты. Также кризисный центр для нас оказался для детей актуальным. То есть у нас много актуальных проблем, о которых мы почему-то мало говорим, но о которых нужно говорить. Да, вот зачастую... Можно я вот здесь уточню? Вы имеете в виду, что, посещая все эти институты, вы проверяете, нарушаются ли там права граждан, правильно? Ли там права И у вас граждан? есть какая-то, вот отслеживается ли какая-то статистика? Вот интересно все-таки понимать, насколько, как много этого. Ну, что касается нашего мониторинга, мы ежегодно проверяем различные инстанции, пишем отчет, который предоставляется, как я уже говорила, и президенту, и исполнительной, и законодательной власти. Там же не просто фиксация нарушений и нормативов, там еще и практические рекомендации. Например, при мониторинге мест лишения свободы, а мы проводили мониторинг не просто по крупным, скажем так, ИВС и тюрьме, мы проводили абсолютно по каждому пункту, где человек содержится там, до 3 часов, в том числе от Сандрипша до Гала. И приехав в УВД города Гудаута, ну, честно говоря, я была в шоке. От чего? От условий содержания. То есть абсолютно невыносимые условия, отсутствует достаточное количество электричества, все обшарпано. Для того, чтобы принять душ или исполнить какие-то физиологические потребности, человеку нужно идти по темному коридору. Естественно, это вызвало у меня негатив. Я тут же сделала замечание. И спустя 1,5 месяца, когда была на приеме у министра, озвучила свое недовольство, мне сказали: а ты сейчас удивишься. Тут же мне показывают видеозапись с этих же самых коридоров, с этих же самых камер, где произведен косметический ремонт, где проведено освещение, и доступ стал более безопасным. То есть это такой хороший опыт, когда мы не просто пытаемся найти какие-то подковырки, но еще и добиваемся хорошего результата. Да, пожалуйста. Анжела Кучугири, скажите, пожалуйста, вот, с какими проблемами к вам обращаются чаще всего? Может, это связано с семейно-бытовыми проблемами, может, военнослужащие обращаются? Ну, какие в основном жалобы? Мы так для себя проводим в конце года перед парламентским отчетом, естественно, мониторим всю ситуацию, да, и находим наиболее актуальные темы. Например, в 2023 году самой популярной для нас темой обращения ко мне непосредственно, у меня всегда включен телефон, заявители знают, что даже если мы не знакомы, я все равно отвечу, объясню. Самый популярный частый вопрос, этот вопрос зачастую выпадает из общей статистики, это был вопрос с документами ВНЖ в восточной части Абхазии. Это была самая актуальная тема в 2023 году. Вы имеете в виду Гальский район? Галский, Ткварчалские части Чимчистского района. То есть проблемы с получением документа ВНЖ. Эта проблема носила массовый характер, то есть по 3-4 звонка в течение недели от разных заявителей. Ситуация, ну, она не решается просто моим участием, это институциональная проблема. Мы к ней подошли абсолютно по-взрослому. Мы написали поправки в действующее законодательство, которое поддержал правовой комитет и которые были приняты. Честно, года 2 вообще никаких вопросов по ВНЖ не поступает. Это была самая частая проблема вот в 2023 году. 2024 год, при том, что мы его сделали таким акцентным по мониторингам мест лишения свободы и психиатрии, стал для нас неожиданно самой популярной темой. Мы конференцию как раз провели по этому поводу, да, это семейно-бытовое насилие. С одной стороны, тут нет
вообще нужно понимать, что уполномоченный по правам человека – это не тот, кто решает личные разногласия между людьми. Это человек, который стоит между человеком и государством. То есть для того, чтобы обратиться к уполномоченным, вас, простите за слово, должно быть государство. А здесь вопрос стоит о личных взаимоотношениях, это семейный кодекс, и это немножечко не всегда наш формат оказания помощи. Но так как человеку обратиться больше некуда, я взяла такую ответственность помогать таким людям. С чем чаще всего сталкивается жертва домашнего насилия? Ну, первое – это невозможность защитить себя. Как бы грустно ни звучало, при нашем таком традиционном, в лучшем смысле этого слова, обществе, часто случаются такие ситуации, когда женщину, девушку, девочку защитить некому. Нету ни семьи, нету ни поддержки, или семья не признает это, считая, что это их новая семья, их проблемы. И такие люди зачастую обращаются, и чаще всего им просто хочется, чтобы их услышали. Мы проводим такую сеансы психологической разгрузки, и мы доходили до того, что в 2-3 ночи мне может позвонить заявительница со словами «я боюсь». А какая-то, кстати, психологическая служба есть в таком случае? В нашем учреждении нет, ее оказываю непосредственно я. Вот, поэтому бывало такое, что проведешь с ней беседу, настроишь ее, она говорит: а вы знаете, с тех пор, как вы сказали, что я могу позвонить вам в любое время, а я уже не боюсь и не даю себя обидеть. Или я знаю, что вы приедете. Я говорю: проблем нет. У нас был такой случай, когда наша заявительница жаловалась на своего брата, который применял к ней физическую силу. И дошло до того, что уже, я говорю, сотрудники милиции этого района приезжали в эту семью в течение 4 часов 5 раз. На 6-й раз они просто сказали: так мы их всех везем в отделение, приезжайте и разбирайтесь с ними сами. То есть сотрудники, благодаря взаимодействию с нашими правоохранительными органами, а у нас, не перестану хвалиться, очень хорошее взаимодействие с МВД, с прокуратурой, с СГБ. То есть мы всегда находимся во взаимодействии, и никогда нет проблем с доступом к информации или вот взаимодействию. То есть благодаря этому взаимодействию мы знаем, что по нашему сигналу, не выясняя детали и подробности, правоохранительные органы приедут и будут разбираться. Это немножко отрезвляет агрессора. Благодарю. А вот в 2025 году для нас стали частые случаи, когда к нам обращались коллегиально. То есть 2025 год, он у нас более разрозненный по формату действий. То есть если в прошлые годы мы могли сказать, где у нас пик активности, то здесь различий было много, но вот массовые обращения в этом году прям были участившиеся в 2025 году. Понятно, пожалуйста. Бадри Исяу, «Спутник Абхазии». Не могли бы вы поделиться статистикой обращения в аппарат уполномоченного по правам человека за эти 3 года? И наблюдается динамика на увеличение обращений или снижение? Что касается статистики, нужно понимать, что все заявители, которые к нам приходят, мы не у всех готовы принять обращение. То есть я вам могу озвучить статистику обращений, которые мы взяли в оборот, в работу, где мы компетентны и вправе оказать помощь. Да? Но, к сожалению, большую часть наших визитеров не носит характер, вписанный в наш регламент, но тем не менее мы вот стараемся сделать так, чтобы сопровождать человека в любом случае. Вчера был юбилей у яркого политического деятеля Абхазии Бориса Викторовича Адлиба, и мне на глаза попалась его цитата, да: «Если ты не можешь помочь человеку, должен сделать так, чтобы он ушел от тебя довольный». Это вот прям лозунг нашей организации, потому что человек, обратившийся к нам, знает точно, что если мы не сможем взять в оборот его дело, это не значит, что мы оставим его без решения. То есть мы направляем, зачастую человек не знает, что пора обращаться к уполномоченному, они сразу приходят к уполномоченному. Мы дорожную карту ему рисуем и сопровождаем его весь процесс, пока он не разрешит свой вопрос. Что касается обращений, в 2023 году у нас их было около 68, а в 2024 году был большой спрос, потому что мы проводили большую информационную деятельность, мы ездили по районам Абхазии, встречались с сотрудниками на местах, это и руководители администрации, и там, отдела органов опеки, депутаты горсобрания, начальники милиции, прокуратуры. Да, и в каждом районе мы оставили информационный стенд, да, благодаря которому человек знал бы, что к нему пора обращаться. И в 2024 году мы взяли в обращении 103 заявления. А в 2025 году количество людей, обратившихся к нам, было больше, чем мы, естественно, зафиксировали, но вот 90 обращений мы отработали. То есть это те случаи, когда мы были вправе помочь человеку, и мы эту помощь оказали. А за первые 6 месяцев этого года? А за первые месяцы этого года около 50 обращений и письменного, и устного характера.
Меня ругают сотрудники, потому что вот даже перед тем, как мы к вам пришли, 2 вопроса были разрешены по телефону. Было просто благодаря тому, что сотрудники на местах, руководители на местах идут на эту связь. И вот человек дал запрос, не обращаясь официально. Вот откуда-то мой личный телефон все знают. Вот, обратился, тут же получил обратную связь, уже отработанный вопрос. В статистику он не попадет. Но около 50 обращений у нас уже вот в этом году есть. Можно еще один? Да, конечно, пожалуйста. Ну, не совсем к вам, может быть, но наверняка вы в курсе. Вчера появилась информация о том, что в одном из детских садов Сухума прокуратура проводит проверку по факту возможного применения насилия. Вам что-то об этом известно? Я тоже получила эту информацию в СМИ, подробностей не вдавалась. Но что касается работы учреждений, мне хочется сказать, что город Сухум, как и любые другие города нашей республики, они обладают государственными детскими садами, где очень высокие стандарты, где дети проводят время не праздно, а проводят в образовательном режиме. Что касается частных учреждений, как я понимаю, это вопрос частного учреждения, к ним всегда много вопросов по организации досуга детей, по требованиям нормативным, по состоянию здоровья сотрудников этих учреждений. Действительно, это большая проблема, но, к сожалению, Республика Абхазия не обладает достаточным количеством детских садов для того, чтобы размещать туда детей, и родители вынуждены отдавать детей частно за большие деньги. Поэтому ситуация очень неприятная. Я надеюсь, что в ближайшее время прокуратура даст нам адекватный ответ, что же имело там место быть, потому что, зачастую, естественно, дети это непоседы и могут получить травмы в самых неожиданных местах, но я считаю, что в такие ситуации всегда лучше промониторить, проверить и убедиться в том, что это был ложный вызов, чем проигнорировать. Поэтому ждем официальных результатов проверки прокуратуры и потом уже сможем комментировать. Благодарю. Пожалуйста, коллеги, если есть еще вопросы. Да, пожалуйста, Абсна Пресс. Алексей Шонба, Абсна Пресс. Сначала хотел задать вопрос по цифрам, но потом решил по-другому. Каково быть адвокатом всех граждан в стране, где все друг другу родственники? Очень хороший вопрос и, наверное, самый актуальный. Потому что, да, действительно, нет в стране людей, которые друг друга не знают и не знают, как поближе познакомиться. Есть случаи, я об этом говорила в парламенте, когда принимала присягу. Я готова к любым компромиссам, кроме компромиссов с собственной совестью. И здесь не работает механизм, если ты мой близкий, то тебе этого можно. Мне кажется, вот именно это испортило наше общество. Нет, если человек не прав, он не прав, и неважно, какой он должности или как близко он ко мне находится. Это вопрос справедливости, и мы как раз-таки стараемся эту справедливость балансировать. То есть вы видите потенциал именно вот этой позиции, что можно переформатировать общество? Конечно. Хотя бы в этом? Я в этом абсолютно убеждена, потому что позиция близости кого-то с кем-то – это очень нехорошая позиция, которая приводит к тому хаосу, который мы имеем неосторожность наблюдать. И я считаю, что каждый руководитель, который принимает особенно какие-то важные решения, должен прежде всего быть готовым к тому, что можно сделать больно своему родственнику, но быть справедливым, потому что есть две вещи – мораль и законность. Вот когда ты не споришь ни с моральностью, ни с законностью, у тебя не возникает проблем. Когда ты отказываешь 1-2 раза, на 3-й раз к тебе не обращаются. Это очень важный момент. Чиновники перевоспитываются потихонечку? Хочу верить, что да. Вообще, в принципе, у нас сейчас интересно наблюдается смена поколений. И прям воодушевляют новые назначения. Хочется верить, что команды молодых людей, они со многими вопросами будут справляться по-новому, по иному взгляду. Помочь родственнику – это правильно, но не в ущерб морали и законности. Позвольте мне тоже задать один вопрос, может быть, потом вам тоже придут в голову какие-то другие. Вот что делает ваш аппарат и вы лично для защиты прав граждан Абхазии, которые живут вне Абхазии? Я думаю, что многим придет в голову вопрос, связанный с доцентом Ростовского государственного университета Ираклия Абжинава. Его судьба многих интересует. Вот что тут вы можете сказать, Анас Руслановна? У нас сложились очень теплые рабочие отношения с коллегами из Российской Федерации, и по любому запросу информация быстро отрабатывается. Вот даже хочется привести пример. У нас очень такой сложный кейс в работе. Буквально вчера вечером был отправлен запрос уполномоченной Яне Валерьевне Лантратовой
Сегодня уже пошла обратная связь, уже появились новые детали, которые в скором времени дадут нам возможность разрешить ситуацию. То есть взаимодействие у нас отличное. Были очень хорошие опыты. Там, если привести конкретный пример, то, о чем вы изначально спрашивали, у нас был опыт, когда наш гражданин был задержан на территории Российской Федерации, осужден, отсидел свой срок, был выпущен условно, досрочно, с возможностью проживать свободно, но обязательство этой работы официально, то есть чтобы выплачивать штраф, который на нем висит, и фиксироваться в местном отделении милиции. Было выяснено, что у него российский заграничный паспорт просрочен, точнее утерян, абхазский просрочен, перейти границу он не может, а легально устроиться на работу без документов он тоже не может. Сделать ему возвращение на родину не представляется возможности, потому что он находится все еще под следствием, он не может пересекать границу. Ну, вот такая вот правовая несправедливость. С одной стороны, человек обязан, с другой стороны, он не может. Вот у нас был такой опыт, мы связывались с коллегами в России, позволили ему приехать в Абхазию, восстановить все свои документы и вернуться. То есть вопрос доверия и компетенции во взаимодействии, он для нас очень важен и актуален. А что касается конкретного случая, да, вы поймите, что для того, чтобы уполномоченный сработал, к нему должны обратиться. Да, насколько я понимаю, скорее всего, в вопросах данного гражданина нет никаких нарушений его прав, раз он никуда не обращался, потому что, защищать того, кто не нуждается в защите, это как-то не есть нормально. То есть никакого обращения? Никакого обращения ни от него лично, ни от его родственников, ни от его адвокатов. Такое никогда не поступало. Еще раз, когда к нам обращаются, мы, несмотря на то, что ограничены в возможностях, скажем так, да, тем не менее, включаем абсолютно весь механизм, да, и даже если это еще не наш случай, все равно его отрабатываем и готовы оказывать любое содействие, но к нам обращения не было. Мы не можем помогать человеку, который к нам не обратился, потому что, стоит ли вопрос о нарушении его прав, нам неизвестно. Да, он задержан, да, ему предъявлено обвинение. Я не в курсе, потому что я не обладаю этой информацией, она ко мне не поступала, соответственно, и чем мы можем помочь. Понятно, благодарю. Пожалуйста, коллеги, если у вас есть еще вопросы. Еще нет. Вы уже не раз упомянули тему тесного взаимодействия с коллегами из России, Приднестровской Молдавской Республики. Меня интересует, есть ли наработки по установлению контактов с коллегами из других стран? Да, конечно, благодаря вот этой площадке под эгидой федерального уполномоченного, где мы ежегодно принимаем участие, у нас появилась возможность познакомиться с коллегами из стран СНГ. Со многими мы на связи. У нас дружественные отношения с Кыргызской республикой. Они ежегодно присылают коллег к нам на мероприятия. У нас взаимодействие с Узбекистаном. Да, они носят гуманитарный характер, но они все-таки есть. У нас подписан меморандум о взаимодействии с Республикой Венесуэла, который мы подписывали в 2023 году аж. То есть мы расширяем наши возможности и на связь выходим с абсолютно всеми коллегами, с которыми имеем возможность познакомиться на полях московских мероприятий, а связи у нас достаточно много. То есть мы готовы оказывать содействие. К нам приходят запросы из этих стран, особенно это касается вопросов заключенных. Да, у нас много трудовых мигрантов приезжает, которые оказывается помощь. Заключенных много из регионов Российской Федерации, так и из стран ближнего зарубежья, скажем так. Да. И позвольте еще один вопрос. Если больше вопросов нет, тогда на этом мы завершим. Как вам кажется, что является для вас наиболее актуальной проблемой, которая мешает вашей работе быть еще более эффективной? Иногда все-таки находятся ситуации, когда деятельность уполномоченного не берется всерьез. То есть что такое обратиться к уполномоченному? Да, с чего мы начинали, когда я пришла на работу? Естественно, первый вопрос, ребята, а как мы работаем? Мы работаем так. Мы получаем информацию от заявителя, пишем запрос. Замечательно. У ведомства на ответ на запрос 30 рабочих дней. А если не отвечают, пишем заново. А если они опять не отвечают, мы опять пишем. И сколько будем переписываться? Пока кому-то из нас не надоест. То есть результативность, она страдала. Сегодня, еще раз хочу подчеркнуть, мы вышли на другой формат взаимодействия. Для меня все еще главными контрагентами, контактерами являются правоохранительные органы, потому что чаще всего запросы именно в правоохранительной сфере поступают ко мне. И тут хочется сказать, что благодаря взаимодействию мы быстро разрешаем эти вопросы. Но есть ведомства, где трудно идут на контакт, где тяжело пробить эту информационную брешь. Да? Мы пытаемся доказать и объяснить, что, первое, мы не занимаемся политикой.
Аппарат уполномоченного по правам человека не занимает ничью сторону, мы нейтральны. У нас есть закон, мы в рамках этого закона отстаиваем справедливость. Искать нас в политических баталиях, притягивает нас какой-то политический штаб, но это утопия, с которой пока еще никто не справился. Мы этот свой нейтралитет сохраняем, мы им очень дорожим. И большая проблема, наверное, все-таки в том, что не всегда это взаимодействие срабатывает, да, но, по крайней мере, исходя из того опыта, который есть, пробиваем. Все-таки в современном мире все еще большое значение имеет личное взаимодействие, и когда начинаешь лично взаимодействовать, когда начинаешь объяснять, что твоя позиция не прийти поругать и сказать, что вы плохие, а мы вот показываем ваши проблемы и готовы вам в этом помочь. Например, недавно познакомилась с нашим новым руководителем психиатрической больницы. Приятное ощущение осталось, потому что человек молодой, с большими планами. Я показала ему некие несоответствия, которые мне присылали мои заявители в качестве нарушений. Я говорю, имейте в виду, что вот такие нарушения у вас существуют. Да, они признают эти проблемы, потому что мы всегда упираемся в нехватку кадров. Это прям дефицит абсолютно в любой сфере нашей жизнедеятельности, будь то психиатрическая больница, просто больница, или места лишения свободы, или МВД как система в целом. Да, мы эту ситуацию понимаем, но принять не можем. Поэтому вот вам информация, боритесь с ней, а мы придем, потом это все проверим. То есть, ну вот зачастую именно вот с этим сталкиваемся, с такими проблемами, когда руководство на местах не готово к взаимодействию. Но это тоже легко можно уладить, когда вот идешь на такой человеческий контакт. Да, И объясняешь, в чем твоя суть. Вот это самое главное. Мы не те, кто ругает и потом говорит, что все плохие. Мы, наоборот, готовы помочь в случае, если выявляем недочеты, потому что, еще раз, все наши мониторинги, все наши заключения, они не заканчиваются фиксацией фактов и ругательствами, они заканчиваются конкретными рекомендациями пошаговыми, что нужно сделать для того, чтобы ситуация сдвинулась с этой точки. Понятно. Благодарю вас. Есть ли еще вопросы? Кажется, нет. Тогда спасибо большое, Анна Руслановна, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо Благодарим большое вас. за приглашение. Еще раз, мы очень жаждем взаимодействия с абхазским гостелекомпанией, с журналистами Республики Абхазия. Всегда готовы к вопросам, всегда рады взаимодействовать. Спасибо большое за внимание. До встречи.